Пожалуй, это одно из немногих торжественных открытий, на котором нет радости, смеха и веселья. Сегодня чествуют тех, кто отдал долг своей родине ценой собственной жизни, и чтят действующих по сей день солдат, истинных сынов своей родины, оставивших позади мирную и спокойную жизнь, полную надежд и мечтаний, для того, чтобы помочь своему народу. Музей открыли на базе районного дома культуры. Сегодня пришли близкие, друзья военнослужащих, а также и те, кто хочет отдать дань уважения героям России. На стенах рисунки детей, а по соседству фотографии самих героев, истории их мирной и военной жизни. Каждый из нас и понимает, и чувствует то, что вот сегодня происходит. Невозможно оставаться к этому безучастным, потому что мурашки. Я вижу, как плачут матери, жены, наши ребята. Вот мы, юноармейцы и юноармейское движение, мы это знаем, как никто другой, насколько они выкладываются и насколько они именно показывают вот ингушский дух, ингушскую вот эту вот силу, сплоченность. Вот. Наши ребята с честью выполняют свой долг. Например, в нашем сельском поселении уже 12 погибших ребят, 4 без вести. Это большая утрата, конечно, не только для нашего поселения, вообще для нашего народа. Они отдали долг России, в первую очередь, долг России, долг Ингушетии. Вот. Мы долги что царя. Будем надеяться, что те ребята, которые воюют, После торжественного открытия музея гостей пригласили на первый этаж в актовый зал, где артисты республики выступили для своих зрителей. Поклянемся им, что не допустим новых войн, новых жертв, новых бед. Это не просто солдаты, они защитники Отечества. Ведь прямо сейчас на территории Украины сотни наших земляков достойно продолжают защищать суверенитет и безопасность Российской Федерации. Их сила духа заключается в способности сохранять хладнокровие в критических ситуациях, поддерживать боевой дух товарищей и продолжать выполнять поставленные им задачи. Таким и был сын Райшат Евлоевой. Он в 23-м году сам изъявил желание отправиться в зону боевых действий. Неоднократно был ранен, но продолжал нести свой боевой путь до последнего. На очередном задании погиб он. Я в это время лежала в больнице, и моему старшему сыну позвонили с военкомата, сказали, что он погиб на боевом задании. Он для меня был идеальным сыном. Вот среди 5 детей он у меня был самым любимым. Сегодняшний день – очередное напоминание о цене мира и свободы, о том, что мы должны с благодарностью проживать каждый день и бороться за лучшее будущее. Мадина Цора, Мавладгирия Хильгов, Магаз 24.